Вы смотрите информационный блог «Доброе утро, Таллин». Сегодня на площади Вабадуса в Таллине начинает свою работу необычный и грандиозный проект, посвященный 30-летию Олимпийской регаты 1980 года. На площади сооружен гигантский бассейн, который своими очертаниями повторяет Таллинский залив. И в течение почти 2 недель все желающие могут принять участие в мини-регате, управляя моделями яхт. Проект реализован в сотрудничестве концерна «Таллин Веси» и городских властей. И сегодня о его технических деталях мы поговорим с представителем столичного водоканала Притом Кофом. Доброе утро. Прит, скажите, сколько литров, сколько тонн воды помещается в этот бассейн? Selles basseinis on 90 kuupmeetrit vett ja selle basseini kogu veepindala on üle 150 ruutmeetri. Я переведу нашим зрителям, что 90 кубометров воды помещается в этом бассейне и 150 квадратных метров площадь этого бассейна. Довольно большой. See on üpriski suur, sellist taolist basseini Eestis ei ole varemgi olnud, et ta on unikaalne nii oma kuju poolest kui ka selle asukoha poolest, et Vabaduse väljakul midagi taolist ei ole kindlasti varem korraldatud. Впервые в Эстонии происходит строительство и постройка такого бассейна. Не было раньше случаев, чтобы в Таллине или где-то еще в Эстонии был сделан такой бассейн. Прит, расскажите, по какому случаю, что символизирует вот этот бассейн, вся эта акция? Ühelt poolt on miniregati korraldamine seotud sellega, et 30 aastat möödub Tallinnas olümpiaregati korraldamisest. Teisalt on see seotud sellega, et Tallinna Vesi ja Tallinna linn on koostöös viimas lõpule Tallinna kanaliseerimise kava. Ehk siis käesoleva aasta lõpuks saab valmis see, et kõikidel elanikel on võimalus liituda ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga. Как я уже сказал в начале, с одной стороны этот проект символизирует 30-летие с момента прохождения в Таллине Олимпийской регаты, а с другой стороны завершение огромных инвестиций, которые Таллин на Веси и Таллинская мэрия сделали в развитие инфраструктуры, в развитие водоканала и канализации в нашем городе. Kanaliseerimine on oluline just selle koha pärast, et selle tulemusel taganeb meie keskkonnahoid, me kaitseme keskkonda paremini ja see keskkonna kaitsmine on väga otseselt seotud sellega, et Tallinna laht oleks puhas, et Tallinna mererannad oleksid puhtad ning seetõttu siis ka Tallinna lahekujuline bassein. И бассейн выполнен в форме Таллинского залива именно потому, что работы по модернизации нашей канализации городской ведут к тому, что вода в море становится гораздо чище, и именно благодаря тому, что все сточные воды очищаются. Прит, скажите, правда ли, что 30 лет назад, когда была Олимпийская регата, в Таллине почти не было очистных сооружений? Tallinnas on reoveepuhastusjaam, mis asub Paljassaares ning Paljassaare reoveepuhastusjaam tõepoolest ehitati 30 aastat tagasi, samal ajal kui toimus siin ka Tallinna olümpiaregatt, et peale seda märkimisväärselt muutus keskkonnasõbralikumaks kogu reovee kanaliseerimine Tallinnas. Да, и вот Прит говорит, что как раз очистная станция на Пальясаре в Таллине была построена как раз 30 лет назад. Не знаю, связано ли это с Олимпийской регатой или нет, но с тех пор очень сильно изменилась экологическая картина в Таллинском заливе. Прит, с бассейном все понятно, очень много воды, жалко, что в нем нельзя окунуться, такая жаркая погода. Скажите, как можно принять участие как раз в этой мини-регате в самой? Miniregatist osavõtt on tasuta. Koha peal on siis olemas instruktorid, kes aitavad välja koolitada, et mismoodi kõige paremini kasutada neid raadiodel juhitavaid laevukesi ja toimub see iga päev kella 11 kella 5 ja selle ajal on need inimesed seal koha peal, saab tasuta proovida ja parimate tulemused pannakse siis kirja. Участие в мини-регате абсолютно бесплатное. Каждый день до 8 августа с 11 часов утра до 5 часов вечера можно прийти на место, познакомиться с тем, как проводится эта регата. Там есть инструктор, он все расскажет и объяснит. Можно записаться и поучаствовать, провести свою радиоуправляемую яхту по такому мини-Таллинскому заливу. Все результаты записываются, и потом среди победителей, среди тех, у кого было лучшее время, будет разыграны еще и призы. Спасибо, Прит. На этом наше время, к сожалению, подошло к концу. Я напоминаю, что гостем студии был сегодня руководитель отдела по связям с общественностью Таллина Веси Прит Коф.